Пожалуйста, звоните нам весь этот час до 9 часов по вопросам трудового законодательства, которые вас волнуют, может быть, или по темам, которые прозвучали в информационном пространстве. Андрей Салкснис, эксперт по трудовому законодательству Латвийской конфедерации работодателей. У нас в гостях телефоны прямого эфира 672-12-939 и 672-13-939. Пожалуйста. Мы оттолкнемся от того, что вчера было на комиссии Сейма по социальным вопросам. Это, значит, о том, что трудовой договор, было принято решение в комиссии, не должен содержать условий владения иностранными языками, если такая необходимость не обоснована рабочими обязанностями. Ну, то есть, я так понимаю, что работодатель не должен требовать от потенциального работника, да, в письменном виде, ну, как-то вот, видимо, это официально должно быть заявлено, чтобы он там, кроме латышского, владел еще какими-то русским, там, английским, китайским и так далее языками. То есть это считается теперь незаконным. Это так или нет? Ну, не совсем. Во-первых, сейчас идет действительно очень обширные изменения в законе о труде. Самые большие с принятия этого закона в 2002 году. И сейчас Сейм, комиссия по социальным и трудовым вопросам, этот вопрос высматривает. Одна норма, которую предложила депутат Винета Пориņa от Национальной apvienība, предлагала норму, что действительно в трудовом договоре, если нет основы зачем, нельзя требовать ни один иностранный язык, кроме, конечно, государственного языка латышского. Этому вопросу есть немножко истории, потому что где-то год или немножко больше назад тоже Национальная apvienība предложила такую норму, что в трудовом объявлении тоже нельзя требовать от претендентов знания конкретных языков, если это не основано каким-то очень уважительным причинам. Спецификой работы какой-то, да. Это было тогда принято. Тогда, так же, как сейчас, Конфедерация работодателей была против этих изменений, потому что мы считаем эту норму довольно-таки абсурдной, потому что мы работаем практически с работодателями. Я тоже сам консультирую работодателей по вопросам закона о труде. Да? Я в своей практике, я даже так думаю, чисто логически не могу представить момент, когда работодатель будет спрашивать знание какого-то языка, все равно русского, шведского, английского, если ему это не нужно в работе. Да, и поэтому и тогда, где-то год назад, и вчера Конфедерация работодателей была категорически против этой нормы, но депутаты комиссии проголосовали в комиссии, что да, это предложение одобрили. И, конечно, это предложение еще пойдет в Сейм на пленарное заседание. Не получается, не кажется ли вам, мы понимаем, что сейчас все-таки предвыборный период, поэтому многие уже не знаю, что и придумать, но не кажется ли вам это абсурдным? С таким же успехом, не знаю, можно потребовать, чтобы не записывали в трудовой договор или там приложение к нему этикет, к примеру, до банковских служащих. Но мы же знаем, что, к примеру, в банках даже есть такие внутренние распоряжения, к примеру, нужно появляться в темном костюме. Там, пятницу разрешено, к примеру, без галстука, но все равно в костюме. Но можно сказать, что, давайте и это не будем требовать. Пускай приходят, не знаю, в спортивной одежде. В шортах, не знаю, прямо все им ходят в шортах. Кстати, запретили всеми в шортах появляться. Да. Тут, я думаю, самый главный вопрос, то, что нам, работодателям, очень не нравится, то, что появляется тенденция в законе о труде вложить какие-то политические нормы. И это никогда не было до этого. И мы думаем, и мы категорически против, что закон о труде превращается в какой-то политический документ, потому что это основной документ социального диалога, да, где указано, что делает работодатель, что делает сотрудник и так далее. И в этот закон внести какие-то политические нормы очень неправильно. Очень неправильно. И, в принципе, тоже практика Европейского Союза такова, что где-где, но в этот закон такие вещи не вписываются. Наш Сейм решил иначе немножко, но я думаю,
что, в принципе, если мы говорим о применении этой статьи, я думаю, если работодателю действительно нужны какие-то знания иностранных языков, то не будет проблема давать основу и основать, почему он требует именно этот язык. Ну, я так понимаю, что даже если какие-то требования не внесены в трудовой договор, все равно могут быть какие-то и внутренние распоряжения, которые налагают какие-то дополнительные обязанности, да, вот на работника. В законе о труде статья 40, там указано, что обязательно должно быть в трудовом договоре. Значит, минимум, который должен там быть. Конечно, стороны, потому что трудовой договор – это договор между сторонами, это не только такой акт работодателя, да? Конечно, да. Стороны договариваются о многом, о том, о чем они хотят. Конечно, они не могут внести какие-то нормы против закона. Да? Но, конечно, в трудовом договоре можно договориться, например, что нужен, например, шведский язык, и работодатель сейчас должен будет основать, например, да, у него много клиентов в Швеции. Да? К примеру, да. К примеру, да. И это будет, основа. И вчера тоже было очень интересно, что депутаты очень быстро договорились, что будет такая норма, но потом пошла дискуссия, кто будет наблюдать осуществлять надзор над этим, да, потому что трудовая инспекция так, не очень. Государственная служба языка написала, что они очень за эту норму, это очень важно, но они не будут это проверять, да, это не их, да. И это было... Тоже, видимо, сама госпожа Порини, я думаю. Это мне трудно комментировать, но такая интересная ситуация, что все хотят, но когда надо уже начинать контролировать, никто уже не при делах. Потому что самый трудный процесс – это именно администрирование. Конечно, такое, потому что это очень выполнением. доказательно, особенно я тоже вчера говорил в комиссии, что если мы знаем, что примерно 40% жителей Латвии русскоговорящие, да, то надо посмотреть, с точки зрения экономики, это очень большой, огромный рынок для Латвии, да, и, например, обслуживание клиентов и так далее. Конечно, если 40% населения говорит в любом языке, все равно в каком, да, рынок должен подспособствоваться под этим. Приспособиться к этим условиям. Да. Но вот интересная такая вот получается штука. Вот, допустим, все-таки они найдут в результате какой-то контролирующий орган, который будет за этим следить. Конечно. Найдут. Скорее всего, получат трудовой инспекции, потому что мне даже тяжело представить, кто бы еще это мог делать. Вряд ли полиция, да, или муниципальная полиция, да. Но тогда возникает такой вопрос. Действует ли в данной ситуации, если так можно сказать, принцип презумпции невиновности? То есть, если, к примеру, там, я так чисто гипотетически беру, трудовая инспекция констатирует, что вот необоснованно какому-то работнику предъявляясь требования языка. Но мы знаем же какие-то жизненные ситуации. От какого-то работника фирма решила избавиться, но он не выполняет хорошо свои обязанности. И он ищет, каждый защищается как может, какую-то зацепку. И думает, вот они от меня тут потребовали какой там язык хорошо знать, не знаю, английский или русский. Да. Вот они за это меня хотят, что я якобы недостаточно знаю, да, так сказать. Сейчас я буду оспаривать. И что тогда? Работодатель должен будет доказывать, что у него там, не знаю, обязательно есть какие-то клиенты, которые к нему мимо проходили, и они к нему обращались по-русски или приехали иностранцы и говорили по-английски, да, но это как-то странно. Он что, должен список своих клиентов с фамилией представлять? Нет, просто мне этот способ доказывания чуть-чуть удивляет. По закону о труде Латвии все такие спорные вопросы должен доказать работодатель, потому что считается, что сотрудник работодатель это самая сильная сторона в этих отношениях, и он должен доказывать. Но тут я не думаю, конечно, сотрудник может придумать что угодно, но в этой ситуации речь идет о заключении трудовом договоре. Значит, если сотрудник подписал, тогда он потом говорит, что от него требовали какие-то знания языка неоснованно, уже не будет иметь возможности. Но, конечно, он может пойти в суд. Это будет опять нагрузка на судах, да, и судопроизводство, мы знаем, сколько длится в Латвии. Есть такой тогда нюанс возникает. Мы знаем, что, к примеру, что касается государственного языка, у нас тут есть вся нормативная база. Мы можем соглашаться, нет, но есть. Есть закон о госязыке, и есть правила Кабинета министров, где оговаривается даже, какие профессии, какие категории должны иметь.
Да? Что касается иностранных языков, это как бы такое вольное трактование, на какой уровень, допустим, языка должен быть, вот там, у меня не знаю. даже, вопрос. Есть список вообще тех работ или профессий, на которых вот требуется или не требуется владение иностранным языком? Какого кто уровня, его да, потому что одно дело, когда человек там на кассе, как говорится, продавец может несколько слов сказать по-английски и по-русски, понять и ответить какую-то сумму человеку, да, а есть уровень уже, допустим, там, не знаю, топ-менеджера, который должен свободно владеть английским и русским и даже какие-то документы писать. Да, вот как это в трудовом договоре оговорить? Сейчас ситуация такова, что все надобности работодателя, конечно, утверждает сам работодатель. И вторая сторона, работник или соглашается, или нет. Но нет такого стандарта, что, например, в кассе, например, там уровень C1, да, такого нет сейчас. Есть, конечно, какие-то госдолжности, где указано, что высшая степень государственного языка и так далее, но нет такого, например, классификатора, который говорит, в какой профессии какой уровень языка нужен. Значит, это определяет сам работодатель. Ну, видимо, да. Про иностранный язык речь идет. Конечно, да. Потому что мы даже видим объявление, к примеру, конкурс даже на должность, вот там, по-моему, вчера было большое объявление во всех газетах, Юрмальская дума объявила. Да. Конкурс там очень много вакансий. 7 вакансий. 7 вакансий, да, вы тоже обратили внимание, да? Да. И я как бы там пробежал, требования к там магистра чаще всего требуются, и там сказано там, ну, для определенных профессий, там, свободное или совершенствие владения английским и русским языком. Но это такое понятие свободное или там совершенствие как-то очень растяжимое, да? То есть это сам работодатель, да, все-таки проверяет в итоге? Это проверяет работодатель, но есть европейские стандарты знания языка, что мы знаем, это А1, С1 и так далее. Могут применять, да? Да, могут применять, и есть это объективные критерии, и есть способы проверки, и есть, можно, смотря на эти уровни, которые существуют в Европейском Союзе, можно определить какие-то единые стандарты знания языка. Да, напомню, что у нас в гостях сегодня эксперт по трудовому законодательству Латвийской конфедерации работодателей Андрис Салкснис. Наденьте наушники, один звонок до новостей примем. Пожалуйста, слушаем вас. Доброе утро. Здравствуйте. Вот две такие ремарки. Во-первых, брать опыт, я, допустим, сталкивался с опытом работы в зарубежных предприятиях, там простая схема. Если ты знаешь что-то дополнительное, тебе просто доплачивают. Вот и все. Я думаю, что то же самое будет использовать местные работодатели. Просто-напросто будет какой-то основной салют, то есть основная зарплата. И просто-напросто будет на этом основании. Ты не знаешь, вот этому я доплачиваю. Вот и весь разговор. А второй момент, допустим, тоже вот объявление, я столкнулся, предприятие Ламтек, 50% почти что принадлежит государству. Объявление было на английском языке. О чем разговор вообще? Да, спасибо. Спасибо большое. Сейчас, наверное, у нас будет небольшая пауза новости. Прокомментируем, может быть, давайте прокомментируем, да. Я не хочу комментировать конкретные предприятия, потому что я не знаю этого случая, у меня нет информации, но насчет зарплаты, но может быть такое, что со временем в трудовом рынке так и будет, что если, например, работодатель хочет, чтобы сотрудник fluently говорил по-английски, то будет немножко повыше, надо будет зарплату. Да, но вы здесь очень правильно заметили, что действительно надо смотреть, какой уровень владения, потому что есть какой-то минимальный уровень, который входит в твою компетенцию, то есть за это тебе не доплачивают. Тебе же не доплачивают, если ты работаешь юристом, а у тебя диплом юриста. За это тебе не доплачивают, это твои обязанности. Другое дело, если у тебя там какие-то несколько дипломов, и это нужно для работы, тебе могут доплатить. То есть, к примеру, я знаю, это маленькая страна, но, кстати, мы тоже каким-то образом можем быть на нее похожи. К примеру, Люксембург, там вообще без 4 языков тебя не приводят на работу никуда. То есть, тебе за это не доплачивают. И 4 языка – это твоя уровень компетенции. А вот если ты владеешь 5-м, 6-м языком, тогда тебе доплачивают. То есть без люксембургского, английского, немецкого и французского ты не можешь устроиться на работу даже грузчиком, так сказать. Вот такой уровень там. А дальше уже, пожалуйста. Перерыв. Да, перерыв на новости. Мы продолжим через несколько минут. Мы продолжаем наш эфир. У нас в гостях сегодня эксперт по трудовому законодательству Латвийской конфедерации работодателей Андрис Салкснис. Звоните нам 672-12-939 и 672-13-939. Скажите, а вот, скажем, за границей, в других странах, как что-то такой известно, этот в момент, Эстонии, к примеру, в Литве. Для сравнения, как ситуация обстоит с такими требованиями? В принципе, в любых странах Европейского Союза знание языка регулируется с помощью трудового договора. То есть это обычная практика, это обычная практика, что стороны договариваются
договаривается насчет каких... Ну, конечно, везде есть государственный язык, это, как говорится, святое, да, но если... И главное, учитывая то, что сейчас, ну, такая глобальная, вообще глобальный рабочий трудовой рынок, да, что я сегодня работаю в Риге, завтра в Таллине, потом в Нью-Йорк, да, что, конечно, знания языка, ну, не могут быть регулированы какими-то нормами так тщательно и точно, да, потому что трудовой рынок сам диктует необходимость на одно или другое знание языка, да, поэтому внести какие-то очень такие скрупулезные нормы, я не думаю, что это самый правильный выбор, именно учитывая эту глобальность трудового рынка сейчас в мире. Какие языки, знание каких языков должен учитывать сегодняшний латвийский рынок труда? Вот сколько языков должен знать современный работник? Современный работник должен знать 3 языка. Конечно, латышский, русский и английский. Это такой стандарт. Если... Такой джентльменский набор, да? Джентльменский набор, да. Конечно, есть вопросы о уровне знания английского и русского языка, но опять-таки почему-то именно 3 языка. Ну, конечно, государственные, как я говорю, святое, это понятно, да. Но очень большинство предприятий работает и в стороне России и в СНГ, и в стороне Европейского Союза. И значит, эти 2 языка, необходимы для работы просто. Ну, а на самом деле вот дело обстоит так, что вот латышскоязычная молодежь, та, которая плохо владеет русским, она менее конкурентоспособна? Или это так, такие запугивания, преувеличения со стороны национального объединения? Как вот вам кажется? Я думаю, что, конечно, действительно, я консультирую очень много работодателей по разным вопросам о труде, да, и, конечно, появляется действительно тенденция, что люди, у которых сейчас 23-25 лет, они действительно по-русски очень плохо говорят. Но опять-таки, если учитывая, что 40%, как я уже говорил, 40% населения русскоязычные, да, то, извините, по-моему, невладение русского языка при этом условии, это немножко выстрел самому себе в ногу. Да, но логика в том, что 40% должны владеть латышским языком, то есть в чем должна быть дискриминация? Если человек владеет латышским, даже только латышским, то все остальные-то должны тоже владеть латышским, русским, английским, это уже не важно. В принципе, да, но я думаю, что если молодой человек не говорит по-русски, ему, конечно, труднее найти работу, но не невозможно. Может быть, такой вопрос я хотел задать. Вот что говорят вообще работодатели, и, может быть, надо... Я понимаю, что это не совсем обязанность конфедерации, но ведь мы часто бываем так в каких-то сферах обслуживания, где сам человек говорит, что да, он говорит по-русски очень плохо, он хотел бы научиться, но вот такой пробел у него был. Видимо, в школе не учили русский язык, и он потом сам чувствует, что ему тяжело работать с клиентами, да, так сказать, потому что, конечно, клиент может говорить и по-латышски, но, знаете, как обычно, покупатель всегда прав. Да. И не получается, что здесь такой вроде замкнутый круг. Вроде мы понимаем, что 3 языками надо владеть, а школы нам уже готовят, выпускают уже учащихся, которые, в принципе, вот он 12 лет отучился, да, он вообще русский язык не учил, или, так сказать, где-то мельком, и понятно, что знания на нуле. Да, и получается какой-то замкнутый круг. Может быть, надо как-то, не знаю, школам объяснять, вот как-то систему образования тоже перестраивать. Тут 2 аспекта. Во-первых, конечно, тут вопрос о нашей системе образования, насколько она полноценна насчет языков. Это первое. Второе, мое мнение, что каждый человек, и, кстати говоря, нашей молодежи, они думают с головой, и они очень целеустремленные, да. Я думаю, что каждый, хорошо, если не молодой человек, тогда родители должны понять, что чем больше ты знаешь языков, тем лучше для тебя будет ситуация в рабочем рынке, в трудовом рынке, да, и люди тоже сами должны думать о этом джентльменском комплекте, что эти все языки надо владеть. Я думаю, что в первую очередь это интерес самого человека, и только тогда государство, потому что государство, конечно, должно обеспечить знание государственного языка всем, да, но сам человек тоже должен быть заинтересован в своем развитии как потенциального работника. Напомню, что у нас в гостях Андрей Салкснис, эксперт по трудовому законодательству Латвийской конфедерации работодателей. Слушаем вас. Здравствуйте, пожалуйста. Доброе утро. Доброе утро. Доброе. Я из собственного опыта, если можно. Да, конечно. Моя мама закончила, то плохое время, как
как говорите, до 40-го года русскую приват-гимназию, да. Потом, конечно, Латвийский университет. Латвийский университет. Моей мамы сестра закончила немецкую школу, которая сейчас вторая школа, да. И знаете, что она прожила очень длинную жизнь, и она до конца жизни, когда они собирались, как они говорили, девушки, которые уже 80 и 85 лет, никак не могли понять, что это значит русскоязычный. Они говорили, мы гордые, мы русские, мы поляки, мы немцы, да. И знаете, что, я никогда не думаю, что у нас каждый день прибывает целый поезд с многими. Как он научится говорить по-латышски, если мы всегда ему будем отвечать по-русски? Извините, спасибо. Спасибо большое. Интересное мнение, но, в принципе, я думаю, что наша радиослушательница все-таки живет в атмосфере 90-х годов, да, на самом деле для молодого поколения, если так можно сказать, русскоязычных, уже вообще проблема латышского не стоит. Чаще всего, конечно, это проблема тем, кому за 50, да, то есть те, которые действительно... Как раз застали 90-е годы и вот этот резкий переход. Да. Я говорю, что во многом может наши радиослушатели согласиться, но в основном мне так кажется, что это проблема тех русскоязычных, которые за 50 лет и старше. Вот мне так кажется. Я могу просто поделиться своим опытом, когда у нас в Конфедерации работодателей тоже есть люди, сотрудники, которые по национальности являются русскими, да, и тоже очень молодые, но я вообще не отличаю, контактируя с ним по рабочим вопросам в быту, да, я не отличаю, кто у них родной язык, латышский или русский. То есть, если бы не знали фамилии, то вы бы не сказали бы, да? Еще звонки у нас, пожалуйста, надевайте наушники. Слушаем вас. Доброе утро. Здравствуйте. Посмею поправить. Мне кажется, предыдущая звонившая имела в виду, что как раз-таки людей, которые сюда приезжают и способствуют интеграции или способствуют. Что вас очень плохо как-то слышно. Вы в какой-то зоне находитесь непонятной. Алло, сейчас нормально слышно? Да, сейчас хорошо. Смею поправить предыдущую звонившую. Мне кажется, она имела в виду, что сложно, наоборот, интегрировать человека, если с ним будут общаться на его родном языке. То бишь, микс тогда двух языков. И идея такая, по-моему, у предыдущей звонившей. А в любом случае, мое мнение, что языки надо знать по максимуму больше. Мне кажется, это такой вопрос, что тут даже в собственных интересах это человек. Я совершенно согласен с звонителем, потому что действительно, чем больше языков ты будешь знать, тем больше ты будешь, легче будет найти работу и, конечно, получать другой уровень заработка. Да, поэтому вот если мы обсуждаем вот эту норму довольно такую, странную, на взгляд многих, в том числе и работодателей, что трудовой договор не должен содержать условия владения иностранными языками, если, необходимость такая необоснованная рабочими обязанностями. Это вот то, что в Сейме комиссия одобрила, и то, что будет рассматривать теперь парламент дальше на своем заседании. Вот сегодня у нас эта тема, и у нас в гостях Андрис Салкснис, эксперт по трудовому законодательству Латвийской конфедерации работодателей. Еще звонок, пожалуйста, слушаем. Слушаем вас. Да, пожалуйста, говорите. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне кажется, вообще такая норма, она какая-то глуповатая, потому что если ко мне приходит человек устраивается на работу, я вижу, что его уровень не соответствует, я ему не скажу, что я его не беру на работу по незнанию языка. Я ему просто, скажу, что он мне не подходит, вообще даже не назову причин, да и все, и что мне за это делать? То есть еще до заключения трудового договора вы свой вывод сделаете? И... сразу видно, как он говорит по-русски, как он говорит по-латышски, как он говорит по-английски, просто скажет, до свидания, мы вам перезвоним. Да, спасибо. То есть дело может не дойти до заключения трудового договора. Вот видите, это практически пример уже, как я понимаю, от стороны работодателя, что эта норма не будет работать. Мы уже видим, что мы внесли в законе о труде, Сейм, скорее всего, проголосует «да», мы внесли норму, которая не будет работать. Которая не нужна, в принципе, но она зато обременит лишней работой какую-то инстанцию, как мы уже поняли, под которую еще пока не знаем какую, но, скорее всего, это будет инспекция труда. Да, и они должны будут это проверять каким-то образом. Явно депутаты, которые эту норму продвинули, они, скорее всего, будут настаивать на том, что будут какие-то проверки, я так думаю, подозреваю я. У инспекции по трудовым вопросам своя компетенция, и, слава богу,
мы живем в правовом государстве, и тут депутат не может указать инспекции, что ей делать или что нет. Инспекция но если работает... к депутату кто-то обратится, он же может, тогда например, он будет давать депутатскую заяву инспекции. Да, у нас еще звонок, пожалуйста, слушаем вас. Слушаем вас, Доброе здравствуйте. утро. Да, доброе утро. Владислав, да. Вы знаете, тема, конечно, замечательная, но вот я хочу поделиться буквально двумя историями из своей жизни работодателя. Значит, первая история. Кандидат на соискание должности администратора. Я говорю, скажи, пожалуйста, вот сколько дней в году? Молчание, ответ. Больше 200 это точно. Это, значит, раз. И второе, я говорю, вот... Он же прав, согласитесь, Владислав, он же прав. Конечно, да. Я говорю, вот тебе визитка, как ты найдешь ее периметр? Такие выпученные глаза, вообще не понимают, о чем. Понимаете, русский, латышский, английский, французский, это не важно. Если человек вообще, ниже плинтуса по своему, в принципе, среднему образованию, среднему, я не говорю про высшее, да, о чем вообще можно говорить? Мне кажется, что в наших условиях проблема, знания языков, она далеко не первостепенная. Спасибо. Да, про количество дней это замечательно, надо запомнить. У меня комментарий. Кстати, последние тенденции европейского рынка, трудового рынка, таковы, что самое главное, как говорится, значение имеет не какие-то профессиональные пункты CV сотрудника, а именно его человеческие качества. Это такая тенденция, например, насколько он логичен, насколько он активный и так далее. И вот сейчас в том уровне развивается отборка персонала в Европейском Союзе, что не только какие-то такие знания, факты от CV, но какие-то навыки и человеческие качества имеют огромную роль в трудовом рынке. То есть люди хотят работать в комфортном таком, психологически комфортном коллективе, да? То есть это уже даже не то, что прописано в трудовом договоре, а вот просто, это просто опыт показывает, что нужно так действовать. И поэтому есть уже в Латвии тоже очень распространено, что... Подбор специалистов, компании. Специалистов, что, например, очень много психологических тестов, да. И именно, конечно, тесты указывают какие-то личные качества, а не, конечно, какие-то профессиональные навыки. Еще один звонок у нас. Да, пожалуйста, слушаем вас. Здравствуйте. Алло, здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте. Я вот тоже согласен с предыдущим, который звонил, да, что в нашей стране почему-то упал уровень квалификации, то есть не хватает людей, именно специалистов. Именно людей, которые, допустим, знают свое дело, да. Язык тут абсолютно ни при чем, потому что язык, он вроде как и нужен тот же самый латышский, тот же самый русский, да, это необходимые языки. А больше всего интересует квалификация специалистов. Если кто-то говорит, что у нас в Латвии нету нормальной квалифицированной работы, да, высокооплачиваемой, да, я не говорю допустим, государственный сектор, я говорю о частном предпринимательстве, к примеру, да, то, к сожалению, на данном этапе, да, очень трудно найти квалифицированных специалистов. Об этом нужно, по-моему, подумать в системе, допустим, среднего образования и вернуть, так сказать, институты этих бывших ПТУ, допустим, потому что не все же могут быть министрами, адвокатами или еще кому-то. У нас государство, по-моему, адвокат адвокатом или юрист юристом погоняет. Да, спасибо. Погоняет, но потом выясняется, что хороших юристов тоже нет. Да, это правда. Это действительно такая тенденция рабочего рынка Латвии, что хороших специалистов все равно, особенно в отрасли технологий, очень-очень хватает. И там идет большой хедхантинг на них. Да, может быть, такой вопрос хотел задать. Так получилось, что, как мы видим, меняет закон о труде, вносит поправки, но опять-таки языковые. А вы все-таки как эксперт можете сказать, вообще нужно что-то делать с нашим трудовым законом? Может быть, там есть другие проблемы, которые бы, в принципе, парламентарии должны были срочно решить. Да, с точки зрения конфедерации. Да. Или закон вообще идеален? Нет, в законе действительно нужны многие поправки. И Конфедерация работодателей и предложила Министерству благосостояния, Кабинету министров и сейчас Сейму многие поправки. Во-первых, от этого законопроекта, который подал Кабинет министров в Сейм, где больше 30 предложений, 17
15 уже именно предложения Конфедерации работодателей. Но есть еще 6 предложений, которые мы продвигаем в Сейм, и которые, по мнению работодателей, очень нужны в законе о труде. А какие вот самые главные, может быть, в 2 словах хотя бы обозначьте, какие проблемы? Самые главные 2. Это, во-первых, оплата сверхурочных и внесение в законе о труде института по компенсированию свободного времени. Значит, человек может выбирать или за сверхурочные получать деньги, или свободное время. Сейчас этого, к сожалению, нет, хотя в практике это очень распространено. И второй вопрос – увольнение сотрудников, которые являются членом профсоюза. Потому что сейчас Латвия, к сожалению, очень уникальная страна на фоне Европейского Союза, что если ты член профсоюза, то тебя уволить практически нельзя. Да? Потому что профсоюз обычно согласия не дает. Нет, я не могу говорить, что обычно не дает, но есть разные случаи. Потому что, например, самый абсурдный пример, если врач выдал справку, что ты не можешь работать по состоянию здоровья, профсоюз, если ты член профсоюз должен или отвергнуть, или абстепринат. Или подтвердить мнение врача. И это абсурд. Это врача будет решать. И, конечно, согласны, здоров как бык. Да, и тут, конечно, тоже появляется ситуация неравноправная, а в отношении тех сотрудников, которые не являются членами профсоюзов. Еще у нас звонок, пожалуйста, Андрей Салкснис, эксперт по трудовому законодательству, у нас в гостях. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте. Вот я думаю так, что при такой огромной безработице надо было запретить или, может быть, для начала ограничить, чтобы люди не работали в нескольких местах. Столько людей без работы, а некоторые в 3 местах, 4 местах занимают должности. Это, по-моему, очень неправильно. Да, Спасибо большое, но ведь зачастую это вопрос работодателя. Да. Это вопрос работодателя и сотрудника. Если человек эксперт, я тоже часть своей жизни работал в 2 местах и даже по ночам и так далее, да. Но я не думаю, что я кому-то отнимал работу, если я хороший специалист и работодатель. Работайте хоть по ночам. Работодатель думает, что я хороший специалист, почему мне отказываться? Надо работать на свое развитие. Ну, тем более, что, может быть, радиослушатели право в том случае, когда вот какие-то, как мы знаем, госчиновники, умудряясь в 3-4 местах и в 5 получать заработную плату. Их ограничили. Сейчас только в 2 местах. Практически такого нет. Такого нет, да. Но это, конечно, был абсурд, потому что было очевидно, что в министерстве по ночам они не работают, и по воскресеньям тоже, да. Физически, конечно, в 5 местах сразу, одновременно, в течение одного рабочего дня. Другое дело, когда есть вот эти узнивом лигумс, где ты можешь оказывать услуги хоть 10 дома, работая на компьютере. Это разные вещи. Ну, или там, где у тебя сменная работа, как у пожарных, например. А на полную ставку по трудовым договорам в 5 местах, ну, это, конечно, так очень интересно, да. Да. Слушаем вас, пожалуйста. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Я вот позвольте вернуться к вопросу по поводу образования. Ведь, на мой взгляд, такое падение квалификации, о чем вот говорили пара звонящих, да, может быть, оно связано с тем, что основное образование в средней школе сейчас уперто, скажем так, вот в гуманитарные науки. То есть посмотрите, что происходит с физикой, с математикой, с химией, да, то с прикладными науками, а все упирается в язык. То есть если мы говорим и изучаем только гуманитарные науки, конечно, естественно, будет такое драматическое падение образования, вот как мы видим сейчас в Латвии. Спасибо большое. Спасибо большое. Интересный такой комментарий, да. Это правда, да. Я думаю, что наша система образования, как говорится, не всегда идет в одну сторону с требованиями рабочего рынка. Да, к сожалению, это факт. Но, кстати, Конфедерация работодателей очень тщательно работает именно с вопросами образования высшего и профессионального. У нас есть эксперт, который работает только по вопросам высшего и профессионального образования. И действительно, мы уже продвигаемся к такому положительному диалогу с Министерством образования тоже насчет каких стандартов, например, стандартов профессии и так далее. Потому что одно дело,
как академик думает, какие должны быть стандарты профессии, но второе дело, что требует рабочий рынок. Абсолютно верно, надо действительно продвигаться, потому что иначе нам придется продвигаться по привозу гастарбайтеров, другого варианта не будет. Да. Ко мне буквально коллегическое отступление, ко мне там на одной конференции подошел преподаватель технического университета и говорит, что в принципе это ужас, когда выпускники 12 класса, в принципе уже взрослые люди, 17-18 лет, говорит, он сам проверял, да, так сказать, там они не в состоянии лампочку вкрутить, если она вот перегорела, да, и забить гвоздь молотком. Это не шутки, он говорит, совершенно серьезно, да, так сказать, что они делают вообще в школе 12 лет, да, непонятно, то есть языка они приобретают теоретические знания по вкручиванию лампочки и забиванию гвоздей. С языками у них проблем нет, они называется социальные знания, предмет. Абсолютно справедливо, да. То есть они на 3 языках могут рассказать, что нет больше электричества, но вот как вернуть лампочку, они не в состоянии. Еще звонок напоследок, пожалуйста. Так, что все звонки пропали. 672-12-939, 672-13-939. У нас в гостях Андрей Салкснис, эксперт по трудовому законодательству. Пожалуйста. Слушаем вас. Доброе утро. Доброе. И еще одно предложение может добавить предпринимателям такую функцию, что они обязаны все-таки гарантировать хотя бы одну месячную зарплату тем людям, которые уходят, потому как очень много компаний уходят на МаксАтомСП и так далее. Это хотя бы гарантировало... В случае неплатежеспособности вы имеете в виду, да? Да, но смотрите, Лепойс Металлург, люди на последнем месте из серии, да. Главное, чтобы вернуть долги банку. Так что лучше людям. Да, спасибо. Но сейчас в законе о труде уже есть норма, когда, если, например, сотрудник увольняется по сокращению, да, то ему, смотря на его стаж у конкретного работодателя, полагается пособие увольнения. Так что это уже есть. Есть такая норма. Спасибо вам большое. Мы на этом заканчиваем. Спасибо. У нас сегодня был в гостях эксперт по трудовому законодательству Латвийской конфедерации работодателей Андрей Салкснис. Хорошего дня, до свидания. Спасибо.